Правительство направит миллиард рублей на обеспечение работы центров «Мой бизнес» во всех регионах. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал Михаил Мишустин. Решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом. Работа ведется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Законопроект о расширении перечня военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем, внесен в Госдуму. В этот список предлагается включить военнослужащих и уволенных с военной службы, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях, имеющих одного и более инвалида с детства первой группы, проживающего совместно с ним, говорится в документе. Аналогичные условия устанавливаются для права на внеочередное получение служебного жилого помещения в общежитиях или арендованного жилого помещения. Такое право предоставляется при условии совместного проживания с 3 и более детьми, либо с 1 и более ребенком с инвалидностью. Изменения планируется внести в закон о статусе военнослужащих. В России могут вернуться к идее повышения нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года, но только после завершения СВО. Таким мнением поделились в Комитете Госдумы по образованию и науке. Этот вопрос уже обсуждался ранее, однако тогда законодатели ограничились лишь поднятием верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. А еще призыв сделали круглогодичным. В Госдуме это объяснили желанием упростить работу военкоматов. В региональном МВД напомнили о мерах безопасности в преддверии Дня знаний. К 1 сентября готовятся не только школьники. Безопасность учащихся с началом учебного года будут обеспечивать силовые структуры. Жители и гостей региона призывают проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Сотрудники органов внутренних дел Республики Ингушетия на постоянной основе обеспечивают мир и безопасность на наших улицах. В этой связи, учитывая ожидающиеся в День знаний 1 сентября резкое увеличение количества транспорта на дорогах, людей в общественных местах, МВД по Республике Ингушетия призывает граждан проявлять бдительность и осторожность при посещении общественных мест, соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения. Помните, что от вашего благоразумия, сдержанности и внимательности могут зависеть жизнь и здоровье ваших родных и близких. Работающие родители смогут вернуть часть уплаченных налогов при невысоком доходе. Мера начнет действовать в 2026 году и будет распространяться в том числе на налоги за 2025 год. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Налоговый кэшбэк касается семей, где 2 и более детей. Работающий гражданин или тот, кто платил подоходный налог, имеет право на налоговый кэшбэк в случае, если средний душевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе постоянной или временной регистрации, а при ее отсутствии в регионе проживания. Можно вернуть 7 из 13% уплаченного НДФЛ. Таким образом, реальная ставка налога для родителей составит 6%. При этом уточняется, размер выплаты будет зависеть от суммы начисленного налога, а право на ее получение от региона. Владельцам зарегистрированных вне России машин могут сократить срок уплаты штрафов. В МВД отметили, что собственники таких автомобилей обязаны уплатить административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При этом они могут беспрепятственно выехать за пределы страны, что способствует неисполнению соответствующих постановлений, отметили в ведомстве. Реализация этого предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания, подчеркнули в МВД. В случае неуплаты штрафа транспортные средства будут задерживаться до исполнения предписаний, подытожили в ведомстве. Опоздавшие на авиарейс пассажиры, но прибывшие в аэропорт до отправления, смогут воспользоваться обратным билетом. Это следует из приказа Минтранса. Ранее, если пассажир купил билет туда-обратно и опоздал на рейс, то авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Теперь обратный билет сохраняется за пассажиром. Кроме того, ограничиваются дополнительные комиссии. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика. Ибрагим Таркоев одержал блестящую победу на вечере профессионального бокса «Кубок Московия». Турнир состоялся накануне в подмосковном Пушкино. Ингушский боксер показал красивый и зрелищный бой. В главном бою вечера он противостоял сопернику из Индии Сурешу Кумару. Таркоев выиграл бой во 2-м раунде техническим нокаутом. Победу одержал и остается не знающий поражений из Назрани, Республика Ингушетия, Ибрагим
Сегодня День ветеринарного работника. Праздник отмечается в России с 2011 года. Ветуправление Ингушетии функционирует с 1993-го. Имеет 7 подведомственных учреждений, 5 ветеринарных станций и 2 лаборатории. В штате порядка 250 специалистов. Девиз ветеринаров – здоровье людей через здоровье животных. Своим самоотверженным трудом они доказывают преданность выбранному делу. Празднование Дня ветеринаров – это не только возможность отметить их труд, но и напомнить обществу о важности защиты животных и их благополучия.